прекращать использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде, 10 тысяч киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все, пусть сами думают. Бросил калькулятор в лицо русской девушки, что она русская и по-русски ему отвечает. Еще 10 тысяч, работу в России не получат. На правах президента Евразийской академии русской словесности хочу прокомментировать выступление депутата Госдумы Владимира Жириновского. Кыргызстан и Беларусь – это две страны, в которых русскому языку придали статус официального. И я одна из немногих, кто среагировал оперативно и выразил огорчение по поводу произошедшего, когда девушка изъяснилась и, естественно, был виновник, который выразил нелицеприятно. Я считаю, что его необходимо наказать в законном порядке. Но я прошу вас на сегодняшний день обратить также внимание на участившиеся случаи с гражданами Кыргызстана. Как, к примеру, в Санкт-Петербурге продавщицу, которая является гражданкой Кыргызстана, ударили по голове бутылкой шампанского, многократно причем, и также потребуют наказать в законном порядке. И не опираться на эти единичные случаи, так как случай в развлекательном центре не носит перманентный характер. Это единичные случаи. В Кыргызстане проживает более 100 представителей разных национальностей. И мы всегда говорим на языке взаимоуважения. Поэтому я предлагаю все-таки сосредоточить всю созидательную энергию на концептуальных стратегических проектах по укреплению, усилению и сохранению русского языка и литературы. Нам есть о чем говорить. Будем укреплять мосты, но ни в коем случае их не разрушать. А говорить на языке ультиматумов все могут. Поэтому давайте все-таки будем уважать друг друга и созидать. Ведь миром в любом случае всегда правит доброта. Вы сами родом из Азии, а сегодня живете в России. И вы прекрасно понимаете, что нам необходимо прилагать максимум усилий для сохранения и популяризации русского языка на постсоветском пространстве. Мира, добра и гармонии.